الله أكبر 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 الله أكبر. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее. И вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Hatta iş yatıyor. Yoğdam tim bolye da tanmet halga periyodda. David erdukoy David. Dal etto velwe. Marshall مساجة وخزن بوشار خش بوشار مساجة Marshall. Devriye skolunu bitiren haliş خش olsun çoğu yok denmez. Kız gitmiş tosan kındaysa o yok şu bisna dua koyuyor o kıdeş halifar beş радио нашу чуабежа цари выдохчу хулич хасхет дог доху хулкта дохчу хулк фахуман тахка шашхуду цоху швайнохчу хум пайкан хулч вайнохчу хум вардяш хулч вай хагбол бал вайн бигол тяшбах вай лидер вай хиздер хинса вай лидер вай вахтадер вай отс бюро чу харчун отс хотто хитям хотто хакен вай أصبيغل شو حتى لو قام دوي أحد دوكا حسن بوشر حد دوكا كما كل بوشر حال دبغن شر شيد دو سينوش ومخ دو
Hokomdia, Hokmetdia, Wekomdia, Cersi Michdardis, Fundela Cersi Ladesh, Cer Bingbol Bol Ernzachiliterham, Wechach Sameldo, Elmukla, Webok the Buter Madu, Fedi Citway Tadama Wats, Wesoter Madats, Weda Deutsche Wetabo Shadits, Tutashikuyas. Marshal Musa. Dale Marshall, Shun Masana. Musa. Veteran. Hela, Kitua veteran, tak Musa, Sachater Doris. ويستخل Musa, Marshal Wogan, Hall hits Iraski, Stani, Chol, Gergel, Dolsh, Gergel, Lilush, Gergel, Zerts, Iraski, Bush, Dog, Well, Amal, Yoshchara, Watson, der Höckhat, doch. In zwei noch zu Show, Nuke Elbarison, Pugashow, Esha, Lukkerho. So, Edge, so inch interview, Haidog, Oil, Moyo, Hon, Muchit, Hakit, und für Mobe, Edessa, Marshal, Zaza, Marshal, Nuhad. Ну, Гаскам Дицурдас, Масана Хазит. Надо, я уже говорил об этом неоднократно, всегда говорил, во все времена говорил, люди вот этой богемной части народа, во всех народах, то есть певцы, композиторы, художники, там, спортсмены, к ним нельзя относиться со стандартными мерками, вот как к политикам. Вот это люди, которые замкнуты в себе, как говорится, вещь в себе. Вот, у них, они, как правило, далеки от политики, от высоких материй. Вот, они живут, совершенствуя там свои вокальные данные, спортивные данные, там, художественные там, и прочее. И их ничто не беспокоит. Поэтому вот эти люди, они нужны, любому народу нужны эти люди, эта богема нужна. Вот сейчас сгинет Рома Кадыров, например, и вот те, которые пели Асану Кадырову и его окружению, и его детям, вот, они будут продолжать петь, великолепно петь и восхвалять чеченский народ там, и так далее. Ну и слава Богу. Вот, нельзя к ним относиться так, натурально говоря, с большими претензиями. Вот, это раз. Второе. К Алле Пугачевой можно, конечно, придраться. Там, вот почему она там не осудила чеченский геноцид, почему она там принимала ордена, медали из рук Путина сравнительно недавно. Почему она там то-то, то-то. Ну, это бесполезно, потому что женщина, богемная женщина, ей было приятно и ордена получать, и деньги грести из этого режима. Вот она жила своей жизнью. Вот теперь сложилась ситуация таким образом, что она стала очередной раз неугодна вот этому режиму. Вот. Ну и ляпнула, что вот ей Жахар нравился, там, он хороший, там, 5-10, там. Вот. Честно говоря, все знают мое отношение к Жахару. Я его считаю разрушителем чеченского суверенитета, главным преступником. Это что касается нашей внутренней чеченской политики. А так вовне он очень достойно представлял чеченский народ. Он действительно был красив, он был всегда независим. Я его наблюдал в разговоре с Рудским, с Полтораниным, там, который до сих пор жив и здоровый. Вот. Он с ними вел не то, что на равных, а
ну, как с подчиненными даже он вел себя, да, не присмыкаясь. Вот. Ну, человек достойный был. Он в этом плане Пугачиха правду сказала, что Джохар красивый, умный там, и так далее. Во всей этой истории мне лично интересен другой момент. Очень показательный момент. Вот. Она всего-навсего сказала правду, сущую правду. Джохар был действительно интеллигентный, очень интеллигентный был, галантный был, вот, красив как мужчина, вот, и так далее, там жесты, мимика, все было, как говорится, ну, на лицо, к лицу. Вот. Она сказала, ну, голую правду, вот, то, что все во всем мире знают. И как всполошилось русское общество, вот это вот интересно мне стало. Ведь она, по сути, ничего такого не сказала. Она не сказала, что Джохар был прав как политик, да, там вот, Чечня имеет право на суверенитет. Она же ничего этого не сказала. Она просто сказала, что он красивый человек, умный там и так далее. И посмотрите, как всполошилось русское общество. Все депутаты, даже богемная часть русского народа, даже она всполошилась. Стали подавать на нее в суд там, и так далее. Это о чем говорит? Вот, я скажу о своем недостатке крупном. Я быстро забываю личную обиду. И вот по прошествии 30 лет, я 30 лет уже как вне Родины, в моей памяти, в моих мыслях стали немного так стираться вот эти вот кощунственные моменты вот, со стороны русских. Их звероватость, их людоедство. И я нет, да промеж себя, как говорится, стал подумывать, что ну, есть среди них все-таки нормальные люди тоже есть, не все они фашисты там, и так далее. Да, вот. Ну, у меня есть лично мои знакомые русские, которые сочувствуют нашему суверенитету, которые считают, что чеченцы имеют право на суверенитет. И вот я сразу мысленно вспоминал их, вот, и потихоньку скатывался, вернее, соскальзывал к такому примиренческому состоянию. Вот. Но на то щука в пруду, чтобы карась не дремал. 4 Ивана. Сейчас дословно не помню эту поговорку. Но вот Алла Пугачева, сказав несколько слов, буквально 3-4 слова положительных о Дудаеве, она всполошила почти весь русский народ. То есть тех, кто представляет народ и в политике, и в культуре. Вот. И я сам себе сказал, не Муса, не старый. Это вот как они были генетическими врагами с конца 17 века, вот так они и продолжают быть нашими генетическими врагами и будут таковыми еще до скончания века, пока не разрушится их проклятое людоедское государство под названием Российская Федерация. Вот показатель, очень сильный показатель того, что мы, чеченцы и вообще все нерусские народы, там, украинцы-то теперь на своей шкуре испытали, и без чеченцев знают, но окружные народы, там, кабардинцы, осетины, там, прочие, все народы, мы должны быть начеку.
Мы как были для тех, кто идентифицирует себя как русские, как были для них подчиненным, как говорится, да, положении, рабами, так мы в их сознании массовом таковыми и остаемся. Поэтому мы должны сосредоточить все свои силы на борьбу за разрушение этой Богом проклятой людоедской системы. Фашистская – это не то слово. Фашизм там имеет и некоторые положительные стороны. А это просто начисто от нуля до завершения людоедской системы. Вот мы все должны сосредоточиться на разрушении этой людоедской системы, раздавить гадину. Знаменитый лозунг Вольтера. Раздавить гадину. Вот это должно быть для нас маяком, для всех нерусских народов. И той части, малочисленной, видимо, части русского народа, которые не являются, которые не заражены вот этим людоедством. Вот такое у меня отношение к Алле Пугачевой. А так сам никакая она не мама, и к чеченцам она вполне индифферентна. Она раньше никогда не высказывала там явно таких там поддерживающих чеченцев мыслей, когда нужно было высказывать. Вот. Об Украине она ничего не сказала. Вот. Украину убивают, весь народ убивают. Каждый день убивают. Вот. Она об украинцах ничего не сказала. Вот. Ну, потому что ей это не нужно. Вот она сказанула, она знает, что она популярна, вот, что, и она знает, знала наверняка, что вот именно вот этот проброс из этих 4-5 слов о Жахаре вот, вызовет шквал негодования, да, среди русских. Тем самым вызовет нездоровый интерес у общества. Поэтому она и сказала, не потому, что она чеченцев любит там, или кого-то любит. Вот. Ну, то есть, вот, отталкиваясь от этой пугачихи, я призываю чеченцев не воспринимать вот этих наших там, этих спортсменов, особенно сейчас все набросились на этого бедного Чимаева, Бетербиева, на певицу, которая спела там Асану, этому Кадырову. Особо не ополчаться. Это богемные люди, далеки от политики. И к ним не надо относиться, я повторяю, к ним не надо подходить с теми мерками, теми критериями, как нужно подходить к политику. Вот к политику, к любому, даже около политику, вот, или там журналисту, который обслуживает, в общем-то, политику. Вот, к ним надо относиться предвзято, вернее, не предвзято, в хорошем смысле предвзято, с пристрастием, точнее говоря. Не предвзято, а с пристрастием. По очень большому счету надо относиться к ним. А к этой богеме, там, она сегодня это сказала, завтра другой скажет, там, или к спортсмену, там. Вот. Им, конечно, приятным образом щекочет их самолюбие, когда говорят, вот они жертвуют, там. Никто ничего не жертвует, там. Я послушал этого Чимаева, Бетербиев вообще молчит тряпочку. Вот, видимо, умный. Вот, а этот вот я требую деньги, гонорары, чтобы жертвовать. Ничего никому не жертвовать. Если бы жертвовал, он бы создал бы похоронный свадебный фонд в Европе. Тут очень много нуждающихся, нищих чеченцев. Вот, чтобы помогать нищим чеченцам, да, тут выжить.
вот, внес бы там, создал бы гуманитарный фонд, вернее, не создал бы, а на личный счет перечислил бы там историкам, этому Арсену Каеву Руслану, который живет в Швеции, по-моему, или в Норвегии, вот, пишет нашу историю, или дома живет этот наш знаменитый историк Амин Тесаев. Вот, по $100 тысяч кинь им на счет. Не символически 2-3 тысячи, а 100 тысяч, по 200 тысяч, например, долларов. Тому и тому. Вот это была бы жертва. А то, что он фонд Аймани, там, фонд Хабибулина из Алматы, там, это все туфта. Да, им нравится. Вот. Аллочке тоже нравится, когда говорят о ней. Там. Поэтому она и ляпнула. Вот. Так что всерьез не воспринимайте ее. Она и не хорошая, и не плохая. Она просто богемная. Вот. И, ну, хорошо, что она сказала это, слава богу. Какой не есть. Жахар, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Похвалила, ну и слава богу. Вот такое у меня отношение. Я закончил. Вы закончили, Муса? Да, я закончил. Хорошо. Вас никто не перебивал? Спасибо, что не перебили. Все. Видите, как мы с вами общаемся? Мы всем даем слово. А теперь, сегодня, мы будем говорить правду. Мы всегда говорим правду, но сегодня она будет очень жесткая правда. Мы знаем, что нас слушают люди. И мы знаем, что это дойдет разговор. И до Аллы Пугачевой дойдет. И до Максима Галкина дойдет. И до Руслана Байцарова дойдет. И для других чеченцев. И до других чеченцев этот разговор тоже дойдет. Хоть у нас и подписчиков мало, но приходит к нам очень много. И не забывайте те функции, которые мы можем отслеживать тех участников или тех людей, которые посещают наши сайты. И поэтому мы будем говорить сегодня самую важную правду сегодня. Так, как манипулируют чеченцами. И поэтому неспроста мы вам задали вопрос, дядя Муса, потому что вы им владеете в какой-то мере красноречием, и вы все равно в какой-то мере являетесь из старой советской школы, вынуждены постоянно изгаляться, изгибаться, подстраиваться в этой системе, выстроенной Советским Союзом, КГБшной системе, которая уничтожала нашу нацию, постсоветская Россия, так называемая ельцинская, но в то время тоже власть там была в руках у бывших КГБшников, ФСБ. Власть они никогда не упускали. Они просто выдвигали тех людей для того, чтобы западный мир мог подумать, что там есть какое-то подобие демократии. Они называли это оттепелью. Когда Сталин умер, закончилась Корейская война. Когда умер, то есть, прошу прощения, когда Горбачев как бы отстранили от власти, пришел Ельцин, тоже демократические как бы прошли процессы. И Путин был вначале демократом. И как говорила Алла Борисовна, которой вот восхищаются очень многие чеченцы, богемная, как вы сказали, певица, она сказала в своем интервью, что она жила от войны до войны. Это самое главное ее высказывание, потому что она показала тем самым, сама того не подозревая, она привлекла внимание и указала на саму суть и сущность этой варварской, террористической страны под названием Россия. Государство, которое терроризирует все народы, которые живут вокруг московских болот, московского, именно вот этого княжества, русского Золотого кольца, а также всех тех стран, которые являются соседями и живут на периферии так называемого современного, международно признанного в его границах российского террористического государства под названием Россия. Она сказала, я сколько себя помню, я живу от войны до войны. А чтобы более масштабно раскрыть всю суть и сущность того, что она сказала, это говорит о том, что Россия никогда не была мирной страной, всегда уничтожала те нации, народности и страны, которые находились вокруг нее. А Алла Пугачева, она никогда не скажет, не говорила и никогда не будет говорить то, что ей не позволят. И мы просто удивляемся, с каким
умилением наши чеченские, именно чеченские люди, чеченцы, мусульмане, бородатые мусульмане, глубоко верующие в Аллаха, раба русских из Мекки, тех, которые находятся на территории Российской Федерации, тех, которые во властных структурах, тех, которые находятся за границей, в западном полушарии, в Турции, в арабских странах, восхищаются только тем, что Алла Борисовна сказала один раз про Чечню и в каком контексте. Она сказала о своей русской соотечественнице еврейского происхождения, Алевтине Федоровне. Да. Она сказала: прошу прощения у Аллы Федоровны за то, что я не смогла ей помочь спасти ее мужа. Но она не сказала о чеченской нации. Она не попросила прощения у чеченской нации. Она ни капельки не выразила сочувствия, сожаления и не разделила горе боли чеченской нации. Хотя у нее как говорится, на побегушках был один из чеченских так называемых бизнесменов, которых, конечно же, курировали специальные структуры Российской Федерации, таких как Умар Джибраилов, и все эти бизнесмены чеченские так называемые. Все это выходцы из конца 80-х, начала 90-х, все под колпаком КГБ, потом они ФСБ. И они всегда проталкивали интересы российского террористического государства в чеченской среде. Они сами по себе не являются никакими гениями, они не бизнесмены. Мы знаем, что они не бизнесмены. Нормально умные чеченцы, они прекрасно понимают, в каком кругу они вращаются, какие у них там бизнес-проекты. Ни один московский так называемый бизнесмен сам по сути своей сущности не является бизнесменом, а является внештатным или штатным сотрудником специальных служб, таких как КГБ, или они работают на МВД, но они сами являются сексотами, значит, специальными агентами, сотрудничающими со специальными службами, стучащими и проталкивающими в чеченской среде российские интересы. И вот этот Руслан Байсаров, хотя ее дочь родила от него сына, Руслана, от Руслана Байсарова, Дени Байсаров, но Алла Борисовна не выразила чувство сожаления чеченской нации. Хотя нас на протяжении почти 35 лет геноцидит ее страна, гражданкой, которой она является. И в своем интервью она говорила: я люблю свою родину, я горжусь. И мы хотели бы привлечь внимание наших чеченских слушателей и всех вот этих вот так называемых защитников, бородатых, небородатых, что Алла Пугачева, она, рассказывая про свою семью, она говорила, что ее брат является сотрудником Комитета государственной безопасности. Ее отец сотрудничал. Она потомственная. Она из 7 потомственных сотрудников специальных служб Российской Федерации. Почему наши чеченцы это не слышат и не видят? И она сказала в своем интервью, что она пела песни, которые ей всегда разрешали и которые не вызывали бы противодействия со стороны властей. И даже сегодняшнее ее интервью она дала так называемой Гордеевой, которая никогда не задаст ей прямые вопросы, затрагивающие какие-то темы. Поэтому она выбрала, не то, что она выбрала, ей прислали ее, именно эту журналистку, для того, чтобы она ей дала интервью. И какое интервью такое? Милое, умилительное. Даже Екатерина Гордеева говорила: я не смогу быть с вами беспристрастной, потому что я вас очень люблю. Можно я вас буду называть Алла, а не Алла Борисовна? И этим было тоже все сказано. Обидно, что чеченцы, больно и горечь за чеченцев, что так нас колпашивают, обманывают и обводят вокруг пальца. И вот это вот Алла Борисовна в своем интервью, она только единственное сказала: Алла Федоровна, прошу вас прощения за то, что я не спасла вашего мужа. Значит, из всей чеченской нации только один человек заслуживает ее внимания, тогда как более 350 тысяч чеченского населения убито, уничтожено, загублено, без вести пропавшие. Из них более 50 детей. Около 30-40 тысяч, возможно, до 70 тысяч сидят на больших сроках за полярным кругом на территории Российской Федерации. 1/3 чеченской нации вынуждена стать беженцами в странах Запада, в странах Ближнего Востока, Турции и Америки, Канады, Австралии.
А куда смотрит эта Алла Борисовна, гражданкой той страны, которая геноцид чеченской нации, она является? Она ни капельки горя, ни толечки сочувствия, капельки сочувствия не выразила чеченской нации. И поэтому умиляться не стоит. И что еще самое главное, интервью, то, как они обводят нашу чеченскую нацию, вот эти вот спецслужбы, когда уже прошло более 3,5 с лишним лет после начала военной вероломной агрессии на Украину российским террористическим образованием, она только сейчас сказала что-то. Если так послушать это почти 4-часовое интервью, там нету ничего, никакой сути там нету, ничего там нету такого, чтобы оно могло бы стать бестселлером высказываний такой знаменитой примадонны русского искусства, современного, постсовременного. Как они говорили, Алла является человеком, а все политики являются политиками эпохи Аллы Борисовны. Нет, это не эпоха Аллы Борисовны. Это Алла Борисовна была в эпоху коммунизма, тесно сотрудничая со специальными службами, так как вся ее семья была спецслужбистами. И сейчас она сотрудничает. И сейчас она ничего не говорит. И сейчас она не уважает никакую поддержку украинцев. И те украинцы, которые умиляются, более 50-миллионной нации, которые не видят насквозь пропитанную вот эту вот русскую пропаганду, которая не навязывает вот этот вот русский дух, они заставляют нас в себе верить, и чтобы эта певица была в наших сердцах, и мы надеялись на ее помощь в нашей беде и в той ситуации, в которую нас вогнала Россия. Нам, чеченцам, надо понять одно. У нас от русских с русскими нам никакого сочувствия не будет, и ничего хорошего от них нам ожидать не стоит. Нам надо просто наглухо выстраивать культурную стену. Но Не слышно тебя. сейчас слышно, дорогие друзья? Вот сейчас слышно. Да, мы говорим, что мы должны изучать русскую культуру, изучать полностью всех этих культурных деятелей, так называемых, изучать их театр, искусство, литературу, кинематографию. Но нужно выстраивать такую глухую стену для чеченцев, чтобы эта культура российская, русская, не проникала в нас, в наши сердца, в наши души. И мы должны понять одно, чеченцы, что ничего хорошего, ничего доброго, никакого сочувствия, никакой защиты от русских интеллигентов, диссидентов, политических деятелей, тех оппозиционеров от российского террористического государства для нас не будет. И еще хотелось сказать для наших чеченцев, что все те политические деятели, так называемые, которые защищали нас, чеченцев, начиная от Анны Политковской, от Ковалева, от Натальи Истемировой чеченского происхождения, но у нее была мать русская, какого-то там ID по правам человека, которого сажали. Если они действуют в русском правовом поле, в правовом поле российского террористического государства, даже те представители из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые приезжали на территорию Чечни, но под эгидой России, Русни, потому что Русня их контролировала, они нам никогда не помогали. Потому что они нас сами того, или подозревая, или не подозревая, или вольно, или невольно, или целенаправленно вводили нас в русское правовое поле и делали нас членами, гражданами русского террористического образования. Они никогда в своих высказываниях, в своих выступлениях, в своих публикациях, в своих экспертных оценках, в своих рапортах не говорили, что Россия является агрессором независимого чеченского государства, которое имеет право на свое существование. Даже Анна Политковская, которая защищала так называемых чеченцев, она на нас делала себе имя в «Новой газете». Она на нас стала популярной. Она на нас
делала свои публикации, которые массово тиражируются, и она была под кураторством тех же спецслужб российских, имея тоже русское гражданство, хотя она тоже имела американское гражданство. Как мы, чеченцы, можем допускать в наших мыслях, что человек, который пишет на русском языке, в русской газете, в русской прессе, живет в Москве, является членом этого бомонда русского, который является гражданином этой страны, которого прямой допуск в парламент и другие властные структуры, я говорю про Политковскую просто, я про других даже не говорю, будет защищать нашу нацию, но ни в одном ее выступлении не было сказано, что мы являемся независимым суверенным государством, что Россия в лице вот этого русского образования незаконно задерживает граждан Чеченской Республики, дает им незаконные сроки, а также несудебные казни, потому что суда их не может быть, потому что Россия является государством-оккупантом, мы не подлежим ее юрисдикции, у нас есть свое независимое суверенное государство, у нас своя юрисдикция, а если даже они хотят нас судить, то они должны нас судить, чеченцев, которых они задержат, в какой бы форме это ни было, по международному уголовному праву или международному военному именно праву, по которым судят военных преступников. Поэтому и Анна Политковская, и Наталья Стемирова, и другие политические так называемые деятели, которые защищали нашу чеченскую нацию, они все зримо, незримо, вольно-невольно загоняли нас в русскую кабалу, в русское рабство и делали нас недогражданами, конечно, но в глазах мирового сообщества гражданами этого вероломного террористического образования под названием Российской Федерации. Вот то, что мы хотели сказать по этому поводу. Так что Алла Пугачева для нас не является никаким авторитетом. Ее там прощение прощении у вдовы так называемого президента, как она говорит, там, Джахар Мусаевич, такой красивый мужчина, экстравагантный. У нас не личностные отношения, у нас национальные интересы, у нас государственные интересы. Дело не в Дудаеве, дело не в других политических лидерах, дело в нации, в вековом стремлении чеченской нации, в его порыве в борьбе за свою свободу, за свою самоидентичность, за свое государство, за право, которое нам дает международное право, иметь свое суверенное, независимое, свободное чеченское государство. И это не личностный вопрос ни Дудаева, ни Масхадова, ни Яндарбиева, ни Мусы Темишева, ни вашего покорного слуги. Это право чеченской нации как одного из этнических единиц на этой планете Земля. А вы знали, что усы для арабов это не просто мода, это символ мужества и чести и уважения. Раньше говорили и некоторые говорят до сих пор: клянусь своими усами. Так что если араб ухаживает за своими усами, это не просто шутка, это целая культура. На арабском усы это шанаб. Шанаб. Еще есть вариант шавариб. Еще есть шариб. Которая по международным правам имеет право, имея язык, самые основные критерии для того, чтобы иметь независимую суверенность, иметь язык, население и территорию. У нас все это есть, хотя у нас куски слева, справа, сверху, снизу поотбирала Россия. У нас все это есть. Мы имели государство, и имеем, оно сейчас оккупировано, и мы будем иметь. И мы не будем в юрисдикции Российского террористического суда. Мы никогда в этой юрисдикции не были. Нету ни одного документа, который бы чеченская сторона в какой бы то форме ни было подписывала с русским террористическим образованием о том, что мы в какой-то мере входим в это государство или мы с ними сотрудничаем. Потому что с конца 17 века и с 15 века, то есть с 15 века экспансия началась, а с конца 17 века военная экспансия, постоянная военная экспансия с уничтожением коренного чеченского населения, с вынужденным насильственным выселением, переселением чеченского населения в страны Ближнего Востока, Турцию, посредством обмана, манипуляций, говорят, что Османская империя страна мусульман, а потом насильственным выселением, частичные, массовые, и потом насильственные 1944 года они хотели
раз и навсегда закрыть чеченский вопрос. Но у них это не получилось, потому что наши предки, они были сильны духом, и у них была очень сильная тяга к своей земле. И ни ислам, никакая религиозная идеология, опьяняющая мозги, никакой религиозный угар, в какой бы то форме он ни был, исламский, православный, не дал силы чеченцам вернуться и не раствориться в других нациях. Хотя нас выселили к мусульманам, к узбекам, киргизам, казахам, но почему-то наши предки с ними не ассимилировались, тогда как сегодня русские посредством обмана, пропаганды делают все, чтобы чеченцы ассимилировались с арабами и с турками. Но наши предки тогда не ассимилировались, хотя очень сильный был гнет. Это была страна НКВД, КГБ, и в то время не было таких высоких технологий, как сейчас, ни интернет, ничего. Наши предки с гордостью, с честью сохранили наш генофонд. И несмотря на все перипетии судьбы, на все препятствия, которые строила эта великая могучая империя, Советский Союз, а значит и Советская Россия, смогли вернуться на родину, воссоздать в более-менее исторической ее форме Чеченскую Республику и заставить все-таки себя признать как этнос, как чеченская нация, которая живет на этой территории. Хотя нас полностью загеноцидили или выселили с этой земли. Но они все равно вернулись, воспряли, выжили и воспряли как птица Феникс. Вот это было наше заявление. А второй вопрос, дядя Муса, если вы хотите, мы вам зададим. Если хотите, отвечайте, мы вас не перебьем. И, конечно же, дадим свое экспертное заключение по этому вашему высказыванию и по вопросу. Вы готовы, дядя Муса, к вопросу? Готов, но сначала я ищу тебя, что я подам на тебя шариатский суд. Потому что ты повторил то, что я сказал перед этим, только другими словами. И при этом умудрился даже лягнуть меня, что я все-таки там в какой-то мере нахожусь в плену там прежних, там 5-10, но ты точь-в-точь повторил то, что я сказал. Поэтому за плагиат подам на тебя в шариатский суд. Если шариатский суд не удовлетворит мою просьбу, я обращусь к самому муфтию, как его имя-то я забыл. Так что... Гайнудину, да. Я слушаю. Хорошо, следующий вопрос. Принимается, судите меня. Можете даже расстрелять, дядя Муса. Смерть от ваших рук для меня будет честью. Так. По поводу иорданских чеченцев. Как думаете, дядя Муса, приносят ли они пользу чеченской нации? И являются ли они тем элементом, который сохраняет чеченскую нацию и дает нам возможность воссоздавать наш культурный генетический код и не растворяться в этом мире разнообразных наций, семейств, этносов, культур и языкового растворения, так скажем. Иорданские чеченцы приносят чеченской нации пользу? И являются ли они носителем чеченской культуры? Являются ли они тем элементом, который сохраняет эту культуру? Вот вопрос прямой. Если возможность, у вас есть ответ на этот вопрос, пожалуйста, отвечайте. Мы вас не будем перебивать, выслушаем вас до конца. Вам слово. Я знаю, что ты относишься крайне отрицательно к иорданским чеченцам. Я подозреваю, вернее, не знаю, но подозреваю. Вот. Но, тем не менее, значит, скажу свое мнение. Иорданские чеченцы очень достойно представляли лицо нашей нации. Вот. Единственный дважды герой Иордании был чеченец. Хотя по конституции Иордании героем можно быть только один раз. И чтобы этому чеченцу дать второй раз героя, внесли по указанию короля, внесли даже поправку в конституцию Иордании. Вот. Ну, и так далее. Много генералов, много богословов, там, и так далее, и так далее. Достойно они представляли. Другое дело, что они разложены. Их разложили. Вот арабская среда, вот эта бесформенная, бесхребетная. Вот они там в этой среде варились, там 100 с лишним лет.
Вот, и немного опустились, к сожалению. У них женщины курят, как прокаженные. Ну, манеры там не совсем такие, как у... Но очень много чеченцев, иорданских, я лично знаю по студенческим временам еще, вот, достойные чеченцы, мыслили как вот все, как вы. Вот, поэтому относиться к ним отрицательно нам грех, нам Бог не простит, если мы будем к иорданским чеченцам относиться отрицательно. Их недостатки мы можем говорить. У нас не меньше недостатков, чем у иорданских чеченцев, у домашних, включая лучших из нас, там, этих политиков, там, поэтов, спортсменов, там, мы уже говорили об этом. Вот, поэтому так, учитывая бревно в собственном глазу, вот, будем, я вас призываю осторожно разглядывать, значит, маленькую частицу в чужом глазу. В общем, я считаю, иорданские чеченцы достойно пронесли имя чеченского народа. Достойно. Все, я закончу. Хорошо, дядя Муса. Мы вас перебивали? Спасибо, что не перебивали. Да. Все, возможность дали вам высказаться. А теперь мы будем давать свое, как бы, экспертное мнение по этому вопросу. Как мы знаем, царская Россия, любая Россия, царская, не царская, советская, краснознаменная, какая бы она ни была, Россия в любой ее форме, она всегда планомерно, целенаправленно, методично уничтожала чеченскую нацию. И чтобы даже не быть голословным, достаточно посмотреть линию городов, в которой Россия выстраивалась с 15 века, а особенно с конца 17 века, от начала устья Дона, вот если посмотреть на карту, то с севера, где Азовское море недалеко от Каспия, там есть Дон, и в сторону, значит, Дон впадает в Азов, там еще одна река, Волга, да, Волга впадает под Астраханью с большой дельтой в Каспийское море. Мы видим, как Россия делала экспансию на Северный Кавказ. И Россия целенаправленно, еще раз повторю, это не то, что мы там не любим Россию или мы не любим русских, это просто исторические факты. Мы должны об этом говорить. Мы не можем не говорить об этом, потому что это наш священный долг перед нашими предками, и в память о наших предках невидно загубленными этим террористическим образованием под названием Российское террористическое государство. Они целенаправленно с 15 века потихоньку, а с конца 17 века целенаправленно, военным путем, методично уничтожая, геноцидя коренное население Чечни, после того, как они западный Северный Кавказ очистили от адыгов, начали экспансию со всей своей мощью после наполеоновских войн, в которых участвовали великие европейские державы, с теми европейскими военачальниками, развернув все самое современное на то время окружение, все эти дивизии, все эти армии, все эти кавалерии на территории Чечни. Они планомерно, целенаправленно, методично, уничтожая чеченское население, выстраивали линию укреплений. И если сегодня посмотреть на эту карту, мы видим линию городов, такие как Пятигорск, Минеральные воды, тот же Буденновск, не знаю, какие там еще города, если посмотреть, просто карту сможешь. Потом они дошли до Сунжинского хребта, после Сунжинского хребта сперва дошли до Терека, прошу прощения, потом перешли Терек, потом они дошли до Сунжинского хребта, потом они укрепились на Сунже с этими крепостями, с линией крепостей. Потом это у них называлась первая линия кавказская, вторая чеченская, третья чеченская линия. И в конце концов у них какой-то получилось нас загнать в горы, так же, как и монголо-татар. Они устраивали такие станицы, как Ермоловка, там, Петропавловская, вот по линии Сунжи, если так посмотреть, мы просто видим старые названия. Тут не надо быть 7 пядей во лбу. Они нас, уничтожая полностью, выжигая наши поля, заставляя покидать насиженные места,
прорубая просеки, вырубая наши леса, загеноцидив всю нашу нацию, подослав потом после всего этого к нам всяких вот этих вот Джованни, эти Батиста, Ушурма и этот шейх Мансур, который ни в одном как бы историческом плане не имеет происхождения в Чечне, но мы не будем сейчас на нем зацикливаться. То есть это было целью внедрить нам, чеченцам, ислам, религию арабов. А русские в то время имели очень хорошие контакты с персами, с тем же этим арабским этим вот населением, которое населяло вот эту Ближнюю Азию, Месопотамию. И они знали, что такое ислам. А ислам сам по себе это рабская, развратная, распутная, похотливая идеология, которая превращает из человека, она просто оскотинивает человека и делает из него раба. А чтобы подтвердить то, что мы говорим, мы знаем, что в 1660-х годах под давлением Запада Саудовская Аравия, последняя из стран, отменила на законодательном уровне только рабство. Но там рабство еще присутствует в странах Арабского Востока. Они нам насильно внедряли вот этот вот ислам через вот этих своих проповедников, тем самым отрывая нас, чеченцев, от нашей земли. Когда чеченец становится мусульманином, в какой бы форме это ни было, суфийской, в какой-то другой, там, маликитской, хажиритской, хаваридж, как они говорят, или там суннитской, он отрывается от своей земли. Для него его родная земля не представляет ценность, и это мы сегодня видим в лице тех людей, которые себя называют мусульманами, бородатыми чеченцами и с женщинами в мешках черных, арабских, вот этих распутных, блядских мешках черных, которые накидывают на себя никабы. Для них Чечня уже не родина. Они говорят, вся земля принадлежит Аллаху, и самое священное место там, где был пророк. Мусульман – это Мекка. Сделать туда положено, а если есть возможность, и умереть же там. Они отрывали нас от своей земли, они наших предков одурманивали вот этим религиозным угаром. Опиум, как говорится. Религия – это опиум. Это же не просто так сказано. Нам были вот эти подобные всякие проповедники, там, сейчас я по памяти не могу сказать, какой-то шейх, этот Мушурма и все вот эта бригада мусульманская, потихоньку, этот культ, тот же потом был культ Хаджиш, имам Шамиль, мы к нему вернемся сейчас. Они нас выбивали, уничтожали, делали все, чтобы чеченцы не привязывались к своей земле. Но чеченцы всегда хранили связь с землей, любили свою землю, и всегда ее ценили, свою родину, и всегда хотели возвращаться. Они, после этой так называемой кавказской, вот этой чеченской экспансии, которую они провели с конца 17 века до конца начала 18 до конца 18 века, начала 19 века, когда уже чеченцы обессилели, были обескровлены, где-то в 1868, кажется, по памяти, где-то в этих годах, они начали внедрять к нам через своих русских генералов, таких как Меликов, хотя он являлся осетином, но выдавал себя за мусульманина, идею того, что вот есть исламская мусульманская страна во главе с халифом, уже более-менее исламизировав чеченцев. И идею переселения. Такая же была идея, которая была в начале 2000-х, середине 2000-х для чеченцев, чтобы они уезжали из страны Запада. А как мы знаем, чеченцев очень было сильно вот эта вот пропаганда, идеология для того, чтобы нарративы русские, но это были русские, сейчас мы тоже не подозревали там. Вот по этой аналогии, что вот надо уехать на Запад, на Западе хорошо, выдают соцпособие, только хватает достаточно, чтобы сказать, что ты чеченец, тебя уже принимают. Вот таким же образом они нашим предкам закидывали вот эту вот пропаганду, говоря, что вот есть исламская страна, Османская империя, этот халиф ждет вас, он вас спасет, чем жить под сапогом русских христианских солдат, русского христианского государства, под неверными. Лучше уехать в страны Ближнего Востока, в Османскую империю, жить у мусульман. Мусульман вас возьмет под защиту и будет вас спасать от неверных кафиров. И таким образом им это удалось. Но не все поддались на эту уловку. А Меликов провел эту блестящую операцию, и через Дарьяльское ущелье, но чеченцы караваном потянулись, обессиленные, те, которые выжили. На последние свои вот эти вот в то время средства попали какие-то там, вот эти, как говорится, арбу, всякие обозы, ушли туда. Некоторые потом, осознав ошибочность всей этой пропаганды, вернулись, некоторых там убивали, а кто дальше ушел, они ушли туда в Иорданию. И вот самый интересный момент. Надо понимать, что в то время даже, как и сегодня,
В борьбе против чеченцев русским помогали так называемая милиция из так называемых чеченоговорящих подлецов, мерзавцев, которые, ну, мы понимаем тоже, что они хотели жить, должны были выжить, по аналогии с сегодняшней ситуацией, такие как Автурханов, Хаджиев, Завгаев, и вся та банда и клика, которая на сегодняшний день сотрудничает с российскими спецслужбами и с российским террористическим государством. И эти же люди, которые сотрудничали с русской, в то время царской империей, были в составе этих людей, переселенцев, которые отправились туда жить. И они не теряли связи со своими покровителями, со своими кураторами, потому что халиф османский был в хороших отношениях. И сейчас Турция в хороших отношениях, такая называемая мусульманская страна, но через нее проходят все товары, есть авиасообщение, и никакие санкции она не поддерживает. И в то время также они обманным путем, договорившись с русским царем, халиф принимал, но за это он получал какие-то дивиденды, привилегии, богатство от русского царя. Одновременно использовали чеченскую карту для того, чтобы закрепить в какой-то мере свои интересы, видать, и турецкие, в то время какие-то интересы, и среди чеченского населения, а русские таким образом, давая уйти своим вот этим милиционерам, так называемым, в то время милиция называли, дали им в составе наших переселенцев укрепиться, размножаться и не терять связь со своими кураторами из российской царской охранки. И вот эти все люди, кто покровительствовало русское террористическое государство на протяжении веков, они потомственные стукачи, потомственные сексоты, потомственные агенты влияния русской царской империи среди чеченцев. Вот в иорданском обществе таких очень много. Один из них Абдулбак Джамо, потом был Фатхи, потом тот же другие там все эти чеченцы, которые из Азака, которые приезжают к нам. И это все выстрелило, когда чеченцы смогли на изломе истории воссоздать, продекларировать и задекларировать независимое суверенное государство, к нам начали через русских кураторов. До первой еще войны, в 1991 году, привезли Абдулбака Джамо, который целовался, обнимался с нашим первым президентом Джохаром Мусаевичем Дудаевым. Но этот Абдулбак Джамо был потомственным царским охраной, сотрудничающим из их семьи агентом Русни, агентом влияния и мусульманским религиозным деятелем, которого поддержала Россия. Через уже иорданскую власть, через иорданский мухабарат, и король Иордании это знает, и все эти спецслужбы иорданские знают. И вот таким образом с 1990-1991 года они внедряли нам вот этих своих агентов влияния, чеченоговорящих, одновременно они в совершенстве говорили каким-то образом чудесным русским, на русском языке, и внедряли нам, как всегда, нормы шариата, нормы ислама. А как появляется исламское течение в среде чеченцев, мы всегда терпим сокрушительное поражение, просто сокрушительное поражение, и более 65-70% населения у нас уничтожается, потому что люди вместо того, чтобы жить, созидать, воссоздавать, бороться за жизнь, за свое государство, они жаждут одного – умереть, просто быть убитыми, для того, чтобы попасть в этот арабский, распутный, блядский рай, в котором им обещают 72 гули. Вот вся история. И поэтому мы говорим, что среди иорданских чеченцев, так называемых чеченоговорящих, нет ничего чеченского в принципе. И они не являются тем элементом, который сохраняет чеченскую культуру, чеченский генетический код. Они только несут нам раздор, обман, ложь, как присмыкаться перед властью, как обманывать людей, как подставлять. И примером этого является Абдулбак Джамо. Фатхи умер из силы своего возраста. Абдулбак Джамо, после того, как он целовался, обнимался с первым демократически избранным президентом Чеченской Республики Джохаром Мусаевичем Дудаевым, генералом авиации Советской Армии, он после всего того, что пережила чеченская нация, первая русско-чеченская война, 1994-1996 год, вторая русско-чеченская война, которая и по сей день продолжается, но уже в более вяло текущем варианте, с 1999 года новая агрессия, и до сегодняшний день, он приезжал в 2001, 2008, 2010, он сотрудничал с этой властью, с российской имперской властью он сотрудничал, и одновременно приезжал, встречался, лобызался, филовался,
молился и встречал тех же агентов русского влияния у себя там, в Иордании, через королевские вот эти вот все иорданские властные структуры, через короля Иордании, подталкивал русскую пропаганду, русские интересы в среде так называемых беженцев из Чеченской республики. Он приезжал на все форумы, симпозиумы по исламу, оккупированную Чечню, и говорил, что чеченская нация никогда так хорошо не жила. Хотя в 91-м, 90-м, 93-м, 94-м году он говорил, что чеченцы воссоздали свое государство. Слава Чечне, благодарю чеченцев, самая хорошая нация. Мы чеченцы, мы свободолюбивы. А как таким образом он потом сотрудничает с русской оккупационной властью на территории Чечни? Это говорит о том, о долгих исторических, с 18 века закинутых агентах влияния русской царской охранки, русских спецслужб, спящих агентов, которых они активизируют и наследственно передают вот эти вот разветвленные сеть через потомственных вот этих вот агентов влияния, сексотов на территории Иордании, в той же Турции, в том же Египте и везде в других исламских, арабских странах. Вот и все. И поэтому иорданским чеченцам, мы им как чеченцам и иорданцам претензий не имеем, но мы раскрываем все эти карты, всю эту разветвленную агентурную сеть Российской Федерации, еще с царских времен, и российского террористического образования. И мы говорим иорданцам, вам веры нету. И всем вашим религиозным деятелям, таким как Аббат Джамов, Фатхи и другим так называемым общественным деятелям, вам от настоящих чеченцев, свободных, свободолюбивых, не замаранных этой всякой русской идеологией, таким как ваш покойный слуга, такой же, как и Муса Темишев, а Муса Темишев является идеологическим борцом за чеченскую независимость. Он просто легендарная личность, историческая личность. Вы нас не проведете. Мы раскусили вашу русскую разветвленную агентурную сеть в иорданской среде так называемых чеченоговорящих арабов. Вот и все, что мы хотим сказать. Дядя Муса, если у вас есть что добавить, можете сказать. Мы завершили. Вам слово. Ну, по поводу иорданских чеченцев я уже высказал, поэтому пусть другие выскажутся. Тогда давайте третий вопрос и закончим сегодняшний прямой эфир. Сегодня чеченцы разбросаны по всему миру. Когда мы говорим, что мы чеченцы, где бы мы ни находились, особенно в западном полушарии, на нас смотрят с недоумением коренные жители. Или те люди, которые работают во властных структурах тех государств, в которых мы проживаем, и которые в силу своих должностных обязанностей должны с нами вступать в контакт и нам помогать. Они, когда смотрят на чеченцев, у них такой образ создался и создан русскими спецслужбами, а также их агентами влияния, чеченоговорящими, так называемыми бородатыми, то вот чеченцы, так называемые мусульмане-радикалы, исламисты. Как вы думаете, дядя Муса, что мы можем сделать? И почему о нас так думают, они плохо, вот эти вот западные представители власти, на нас смотрят? Почему на нас смотрят не только с недоумением, а принимают нас за душевно больных людей? Вам слово, пожалуйста, можете дать оценку. У вас есть возможность. Ну, ты сам ответил на этот вопрос. Над нами произведен мощный капитальный ремонт последние 200 лет. Этот ремонт продолжается до сих пор. Нас даже вот тут за рубеж мы выехали, чтобы нас там дома не шлепнули кадыровцы. Но даже здесь они опять нас достают, приехали сюда, и здесь мутят там Ахмад Сила, Бог, что среди европейских иностранцев. Ну, потом действия наших политиков, половых гигантов, наших командиров. Басаев взял на себя убийство детей в Беслане, хотя бесланскую эту операцию производил спецназ ГРУ, переодетый в ваххабитов. Вот. Но среди них они закинули там несколько чеченцев, которые к тому времени сидели в тюрьме, там год с лишним. Вот это действие полностью, целиком, давно уже всеми сказано. Вот. А Басаев взял на себя это детоубийство. И этим самым очередной раз покрыл мощным позором весь чеченский народ.
вот действиями вот этих политиков, или вот Масхадов, самый такой вроде бы хороший, да, поехал в Америку, там ему американские сенаторы, конгрессмены предложили помощь. Он от этой помощи отказался, приехал домой и объявил, что Америка – это враг чеченского народа. Вот. Ну, действия вот этих вот, по сути дела, недалеких, полуумненьких политиков, этих половых командиров, создано, сформировано тут и на Западе тоже мнение, что мы являемся террористами, экстремистами там, и так далее. Да? А как с этим бороться, рецепта готового у меня нет. Просто не надо нам, чеченцам, участвовать ни в каких там сабантуях. Надо бы сбрить бороды и вернуться к чеченцам. Чеченцы должны вернуться к себе. У чеченцев был свой дресс-код, женщины одевались у нас очень скромно, да и там платья, платки. Мужчины там до 45-50 лет были, там аккуратно следили за лицом, без всяких там волосяных покрытий там и так далее. Да и вот, в одежде быть современным, как нужно одевать одежды века, как все ходят, так и мы должны ходить. Вот. В Европе надо быть европейцем, во всяком случае, во внешнем проявлении, во внешней форме. Содержание надо оставаться в содержании, чеченцам надо оставаться, без сомнения. Вот как евреи, например, это же умнейший народ. Вот, они в Америке американцы, в России они россияне, вот, во Франции они французы, но в глубине души они обязательно и все непременно евреи. Вот, и каждый еврей без согласования знает, как поступать, что говорить и так далее. Да, и вот. Нам надо быть как евреи, учиться у евреев. Вот, сущность должна остаться чеченская, а форма должна быть такой, чтобы не мешать другим народам, не мусолить им глаза, не оскорблять их слух, не оскорблять их зрение. Вот. Каждый должен работать в своей семье, над своей семьей, если может. Это тоже очень трудно. Создать хорошую семью – это намного труднее, чем создать хорошее государство. Вот. Семейная политика – это очень высокого качества политика. И чеченцы не знают, как вести эту политику, кстати говоря. Издеваются над женами, там, бьют их там, и так далее. Теперь уже пьянствуют, наркоманы там, и так далее. Вот. Перестать быть негодяем, быть хорошим семьянином, вот, и вписываться, по возможности вписываться в контекст эпохи. Вот. Только так мы сможем выжить. А если мы продолжим вот в том же темпе, в той же форме, вот как мы сейчас живем, нас скоро будут ненавидеть люто и в Европе, нас уже потихоньку недолюбливают. Вот. А чуть-чуть пройдет время, нас всех поганым метлой будут вышвыривать из европейских стран. Вот. Тем более сейчас в Европе повсеместно приходят к власти правые силы. Вот. И, в общем, будущее у нас в Европе очень печальное, к сожалению. Вот. В общем, вот такие дела, ребята. Я закончил, Веня. Хорошо. Вас перебивали, дядя Руса? Спасибо, что не перебивали. Все. А теперь мы дадим тоже коротко экспертную оценку. Дорогие чеченцы, как бы вы ни крутили, как бы ни изгалялись, как бы вы ни выкручивались, в западных странах люди во властных структурах заканчивают университеты и изучают все законы других стран даже, и в том числе
все религии. Они изучают этот же Коран, этот же Евангелие, Ветхий, Старый Завет, тот же буддизм, кальвинизм, протестантизм. И эти люди очень высокообразованы. Когда даже с вами любой социальный сотрудник общается и видит вашу бороду, а также на вашей голове черный мешок арабский, похотливо развратный, они сразу знают, в какой системе ценностей вы живете. Они знают, что вы принадлежите к арабской культуре, арабской цивилизации и придерживаетесь арабской секстантской идеологии араба-бедуина, педофила из 7 века. И как бы вы ни старались очистить то, что вам не принадлежит, а тем более чеченцы никаким боком не относятся к арабской цивилизации, наши предки никогда не встречались с арабами, только во время боевых действий на реке Сулак и возле Дербента, тем самым откинув их на многие века назад, уничтожив более 40 асхабов пророка, которые полегли как мерзавцы, как насильники, маньяки, педофилы, которых захоронили как собак, и они лежат на этом кладбище в Дербенте, которому сейчас поклоняются под-русские верхузады, неприводные мусульмане, из Дагестана, Господней под русской. Чеченцы никаким образом к этой цивилизации не принадлежат. Но, да на вас смотрит этот человек из западного полушария, из западных структур государства, которые они представляют, будь то он адвокат, будь то он социальный работник, будь то он депутат, будь то он евродепутат, конгрессмен, сенат, когда он видит вашу бороду, когда он видит ту женщину, с которой вы стоите, или та женщина, которая в вашем доме, с черным арабским мешком на голове, он знает, что происходит в вашей голове, в какой системе морально-нравственных ценностей вы живете, кому вы поклоняетесь, кто для вас самый главный человек и показатель, а также пример для подражания. Это араб, бедуин из 7 века, насильник, маньяк, мародер, убийца, грабитель караванов, к тому же педофил из 7 века, который в 6 лет себе зарезервировал, а в 9 лет изнасиловал 9-летнюю девочку, дочь своего сахаба, и которая во всем мире признается как педофилия. Акт педофилии. Человек, который насилует 9-летнюю девочку, 52-летнюю, он педофил. Даже в этих же уже и арабских странах на законодательном уровне они должны это признать, потому что современный мир не может на это закрывать глаза. И, дорогие чеченцы, бородачи, мусульмане, верхузадовы, заднеприводные, с болью и с горечью в душе мы обращаемся к вам. Вы не сможете очистить то, что вам не принадлежит, а ислам вам не принадлежит, и Коран вам не принадлежит, потому что весь Коран, он только этим и напичкан. Развратом, похотью, промежностью, задними проходами, менструальным циклом женщин, когда и как продавать рабов, как убивать людей, каким методом их убивать, как их пытать, как их четвертовать. Это вся идеология секстанта 7 из 7 века, убийцы, маньяка, насильника, педофила Мухаммада, это Камасутра, Коран, где насилие смешано с сексуальными потехами, с насилием сексуального характера, с применением пыток людям, превращению свободных людей в рабов. Понимаете, вы не сможете никогда на равной говорить ни с одним человеком, который это все знает. А западные, американские, австралийские, канадские, европейские чиновники знают лучше вас этот Коран, знают лучше вас эти хадисы, знают лучше вас эти эчми, эти исламские так называемые арабские сказки, но которые называют труды. И поэтому, когда они смотрят на вас, они знают, что вы педофилы, что вы насильники, что вы маньяки, что вы готовы убивать людей только за то, что с вами человек не согласится, и только за то, что он скажет, что дорогой гражданин бородатый, а ты знаешь, что человек, который является для тебя примером для подражания, которому ты поклоняешься, который один из лучших, наилучших людей до скончания рода человеческого является педофилом, и вы готовы его убить, отрезать ему голову,
у вас никак, он это уже зная, какой вы человек, какая вы женщина, хоть вы чеченоговорящая, он никогда с вами не пойдет ни на один нормальный контакт. Он просто будет на вас смотреть, как на животное. Как на животное вы в глазах цивилизованного западного человека, более-менее образованного, вы кровожадные, варвары, убийцы, маньяки, насильники, педофилы, вы хуже животных для них. Поэтому они вас опасаются и вас держат, потому что у них законы действуют на этой территории. У них просто правовые государства, правовые демократические государства, где верховенство права. Послушайте, вдумайтесь в эти слова. Где? Слушайте внимательно, заостряем ваше внимание. Не потому, что они тупые или глупые, или то, что их Аллах это заставляет. Нет. Аллах является одним из божеств из 360 идолов, который разрушил ваш же педофил Музмамов. Потому что там был Хубал и другие, но он сказал, Аллах пускай будет. Не потому, что Аллах их заставляет, а потому что у них, слушайте внимательно, для вас, тупорылых, тупоголовых, к сожалению, двухклеточных созданий, не потому, что они боятся вашего Аллаха или Аллаха заставляет, а потому что они выстроили такие государства, где, вот, внимание, верховенство права. И переводить на чешский язык, если хотите, спросите в любой мечеть, зайдите, у араба спросите, у чеченского могут спросить, что там рассказывал когда-то мужчина с каким-то голосом. Он говорил о верховенстве права. Но у них, если верховенство права, но это не значит, что у них право верховенства. У них нет права верховенства. У них есть законы, которые эти страны приняли, потому что эти народы, которые населяют эти страны, захотели жить в такой стране, и они исполняют свои законы. Они их просто исполняют. Они их уважают и заставляют исполнять. У них верховенство права. Они правы верховенства, как в Русне, как в других арабских тиранических странах или в мусульманских, так называемых, исламских. И поэтому вы пользуетесь этими благами цивилизации, но они прекрасно понимают, что вы пользуетесь их благами цивилизации до поры до времени. Они могут принять и принимают, и будут принимать законы, которые будут решать их гражданство, когда вас будут отсюда выселять, когда вы будете привлекаться к уголовной, административной ответственности за те бесчинства, беспорядки, которые вы проводите или ведете, антигосударственной даже деятельности. Выражая вот эти вот крики, вопли, там, Аллах Акбар, или там крича Музнахмад, или угрожая отрезать голову тому человеку, который с вами не согласен, или тому человеку, который просто говорит, что Коран это Камасутра, Коран это грязь, и вы хотите убить его, они вас будут просто вычислять, привлекать к уголовной административной ответственности, принимая соответствующие законы. И об этом возвращаемся к чему? К верховенству права. Закон. Если они примут закон, а вы сделаете все, чтобы они этот закон приняли, потому что своими действиями, а также вашими бездействиями, когда надо, когда человек голову отрезали, ни один из вас не вышел, не сказал, он не один из нас, он не представляет чеченскую нацию, он мусульманин. Вы кричали, что он герой уммы, Анзор Будулаков. Вашим бездействием вы тоже их заставляете принимать эти законы. И когда они эти законы примут, вот тогда мы посмотрим, как вы будете себя вести. Поэтому мы вам говорим, не защищайте педофила араба. Не кричите, что Коран священная книга. Не говорите, что вы мусульмане. Потому что настоящий достойный чеченец, который себя уважает, и который имеет хотя бы капельку интеллекта, и у которого хотя бы есть 2 нейтрона в голове, у которого хотя бы есть капелька интеллекта в голове, после того, как он прочитает как сур и аятов из Корана, или прочитает хадисы, где Айша сама говорит, или другие асхабы, сахабы, пророка, так называемые, педофилы мусульмане, говорят о том, что с ним произошло. Просто сам факт того, что этот 52-летний старик изнасиловал эту 9-летнюю девочку, должно вам уже открыть глаза на то, что это не является религией от Бога. Сам Бог такой не может позволить, чтобы такой мерзавец, убийца, насильник, маньяк, проходимец вершил такие ужасы над своими же соплеменниками, такими же арабами, как и он. Он же не вершил над другими нациями, он вершил все это над своими же арабами, с теми людьми из своей же нации, из своих же племен. Он сделал все эти бесчинства, бесчеловечные акты делал. Понимаете, о чем речь здесь? Поэтому просыпайтесь, дорогие честные, не защищайте то, что вам не принадлежит. Не старайтесь быть арабами, не старайтесь быть мусульманами. Откройте глаза, прочитайте этот Коран,
Посмотрите, какой он был педофил. Как они уничтожали друг друга, как они обманывали, как они сейчас обманывают, как они врут. И поэтому мы с горечью в душе, с горечью призываем вас, очнитесь, Самдол, то, что вам не принадлежит, не защищайте, не вступайте в эту секту под названием ислам, которая нам силой, насилием, а где и пропагандой, а где и ложью и подкупом навязывает, где видимо, а где невидимо, русское террористическое образование. И русские вместе с арабами – это одно и то же. Это две рабские цивилизации, две рабские империи, и они имперцы, и они не признают ни одну нацию, которая хочет жить по своим законам и хочет быть свободной. Единственное, что они признают, это силу, ассимиляцию, уничтожение коренных народов. Вы чуть акчах нахар, хоми мовкой, сам доллар, диеха душу, масерга. Ойла и уманбары, бушном бе, терзанте дели узе узи, нис качам буш, сацамби. Шумасер адиквел муса, хондок баркалду, ладу ахчарга, ладу гамбошарга, док баркалду, велкахе берт киелуй, адиквел, маршой. بسم الله الرحمن كل شيء لديك 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 بسم الله الرحمن فرام كل شيء لديك بسم الله الرحمن 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 كل شيء لديك Я твой стресс забила на стресс, я делаю лям, ты пишешь мне хейт.